Усім прывітанне яшчэ раз, працягваем наши стрымы са студыі Еўрарадыё ў Варшаве, і нарэшце доўгачаканы гость, якога вот жыўцом мы бачым у сваёй студыі, арт-дырэктар беларускага свабоднага тэатра Мікалай Халезін. Добрый день, Мікалай. Привет, Митя. Вельмі ўдзячны, што знайшлі час, дакладней мне ўдалося выдрапаць з вашага насычанага графіку гадзінку часу, каб вы змаглі да нас прыехаць. Зараз вы ў Варшаве, вельмі насычаны графік, я маю на увазе перамовы, сустрэчы. Что ж такое адбываецца? Пра што перамаўляецеся? Ну, знаешь, когда на протяжении года мы релоцировали людей из Беларуси, очень много, в разные страны, в разных условиях, и когда ты занимаешься как бы людьми и другими, ты так спокойнее к этому относишься. А тут получилось, что надо было релоцировать весь театр свой. И это совсем другая история, потому что тебе нужно сохранить коллектив, ты не можешь людей просто отправить каждого в какую-то страну, и чтобы они там как-то обживались. Поэтому... Да, это же редакция может працаваць, коли один в Варшаве, другие там где-нибудь в Киеве, третий в Вильне. Да, а тут уже все не получается. Нужно собирать всех в одно место. И в итоге мы... А к этому моменту уже часть тех, у кого уже уголовные дела там подталкивали, они уже оказались оказались в разных странах. Поэтому мы сначала собрали всех в Киеве. Наши партнеры немецкие организовали такую большую психологическую поддержку специалистов, которые специалисты по посттравматическому синдрому. Они с ними отработали месяц. Месяц мы заодно репетировали новый спектакль. И восстановили, в общем-то, им нормально психику, потому что было очень тяжело. Потому что последние месяцы там была очень тяжелая ситуация была. Мы даже об этом старались не говорить, потому что приходилось и прятаться, и чего только не приходилось. И в итоге, и потом мы из Киева переехали в Лондон, месяц пробыли там, восстанавливали спектакль, реновацию делали спектакля «Собаки Европы», которого премьера в марте должна быть. Надеюсь, что никакого локдауна не будет, и мы вот играем в Барбикан на главной сцене британской. И сейчас привезли всю труппу сюда, и здесь у нас будет теперь база, которая будет постоянной базой свободного театра на данный момент. Ну, вы приехали на пустое место, ці уже есть где працаваць, где жить, ці зараз вот у пошуках? Сейчас это и так. Здесь очень много на себя взял Белорусский центр солидарности, Володя Кобец, Алина Ковшик, и очень много сделали, чтобы перевести. Сейчас все живут в отеле, половина коллектива еще проходит карантин. А потом будем расселять по квартирам и ведем уже переговоры с одним из ведущих польских театров. Вот вчера мы уже провели большой сет по переговорам по совместной деятельности. То есть это будет коллаборация. Мы будем работать вместе. Надеюсь, что как только мы как бы договоримся обо всем, мы объявим, кто это, что это и как мы будем выстраивать нашу работу. Плюс уже начали формировать программу нашей театральной лаборатории «Фортенбрас», которая раньше готовила для нас актеров. Мы как бы воспитывали для себя членов труппы, да, самых разных специалистов. Теперь мы ее здесь перепрофилируем. То есть мы как бы отчасти пожертвуем этой работой и сделаем здесь школу для подростков, детей, беженцев белорусских. Пока возьмем 2 группы, человек по 15, детей возраста 10-13 лет, и начнем с ними работать. Надеюсь, что дадим им какое-то творческое образование, не только театральное, но и самое разное.
Ну что ж, с одного боку вельмі прыемна, хотя с другого боку і сумна, что вось такое беларускае жыццё у розных гарадах, розных краінах налаживается. Вот у той же самой Варшаве уже мало того, что не ведаю нават колькі мерапрыемстваў беларускіх штотыдзень праходзяць і кнігі прэзентуюць. Вось учора я быў на прэзентацыі кнігі Мацкевіча. Зараз ужо і беларускі тэатр можна будзе схадзіць. Да, это такая примета времени. Но мне, с одной стороны, конечно, это очень тяжело все. Очень тяжело, потому что все с насиженных мест как-то вынуждены скитаться, но в то же время я вижу ту вот и солидарность, которую проявляют эти страны, особенно сопредельные, и то, как адаптируются белорусы и к новым условиям, и это то, чего на самом деле не хватало, такой вот как бы большой диаспоры. Но я понимаю, что это сейчас все-таки история временная. То есть вот это все-таки не будет диаспоры. Я себя тогда даже к диаспорам не отношу. Да? То есть, это просто люди, которые временно поработают, поживут в разных странах, получат новый опыт, вернутся с этим опытом. Кто-то даже успеет развить какой-то свой бизнес. Я уже вижу, как коллаборируются люди, белорусы друг с другом, и как начинают какие-то совершенно новые истории. Ну, это, мне кажется, что тут главное пройти это вот с максимальной пользой, да, то есть не тратить время попусту, не лежать на диване, а все-таки что-то сделать за это время. Спадар Миколай, але ўсё ж таки вот у вас у тэатра былі варыянты, куды паехаць, у якую краіну, чаму менавіта Варшава, я вот Польша, чаму я пытаюся, вот я читаю сённяшнюю заяву Анатолия Глаза, які чарговы раз рассказывая про будучыя антысанкцыі на будучыя новыя санкцыі і кажа, вот такія будуць антысанкцыі, што некаторыя краіны ЕС іх не вытрымаюць. Не боитеся, что лясница-то Польша под натиском белорусских антисанкций? И что тогда с театром? Я вот даже если много выпить, наверное, я даже не могу придумать, какие санкции они могут ввести, чтобы какая-то страна не выдержала. То есть это, в принципе, такой бред сумасшедшего. То есть у нас нет настолько мощных связей ни с какой европейской страной. Есть, конечно, какие-то позиции, которые, наверное, могут как-то сказаться временно на каких-то странах, но говорить о каких-то контрсанкциях со стороны Беларуси сейчас и с этой экономикой, которая находится абсолютно там в яме, я бы вообще все-таки постеснялся на их месте. Ну, я думаю, что Польша, потому что первое, это все-таки близко, и в том числе люди хотят что-то видеть своих там родственников и так далее. Во-вторых, это не так дорого, например, как в Англии. Да, там вся проблема, то есть если там у нас есть база, которую мы используем, но когда говорить о жилье там для 25 человек, семьи, да, то это очень сложно. Это огромные бюджеты, то есть космические бюджеты. Поэтому мы так поняли, что Польша удобная точка, в том числе для гастролей, откуда стартовать, откуда перемещаться. Близко к дому. Ну и близко до студии Еврорады. Абсолютно. Спадар Миколай, я закрану тему санкций далей. Мы с вами не раз как бы обмярковывали ситуацию такую, ну что и вы признавали, что да, вот эти санкции, якія уведены, дзіравыя, скажем так. Не паспеў, может быть, стишится, не стишится скандал у Литве с транспортировкой белорусских санкцыйных продуктов, як скандал у Эстонии. Вот пытаются у нас наши гледачи, что там с Эстонией чуваць, ці разрулили пытанне з нагоды транспортировки санкцыйных нафтопродуктов? Тут нужно смотреть все-таки не на конкретную сейчас историю там с Литвой или с Эстонией, а нужно смотреть на систему. Эти дыры в санкционных процессах, они получаются, потому что есть системные ошибки. То есть системные ошибки, которые допускает Евросоюз.
И не от хорошей жизни они это делают. Да? Евросоюз очень мало работал с санкциями, в отличие от Соединенных Штатов. Соединенные Штаты, у них перманентный процесс, у них постоянно кого-то они санкционируют, какие-то страны, добиваясь каких-то корректировок в политике и в экономике. Евросоюз же, по сути, никогда внятно не занимался этой темой, и поэтому структура, которая контролирует уход от санкций в Штатах, это там АФАК, там не только она, там же этим занимается и Министерство финансов, и Госдепартамент, и даже Конгресс. А здесь получается, что структура такая есть, как ОФАК, да, то есть контроля иностранного капитала, а функционировать она не умеет. То есть она никогда этих функций жестко не придерживалась. То есть и никогда, собственно говоря, не была нужна так особенно сильно. Поэтому вот Евросоюзу сейчас нужно работу над ошибками делать, и нужно как бы поучиться у американцев, как этот процесс запустить уже на уровне эффективном. Мы это помогаем, мы отправляем туда. Вот сейчас подготовили очень большой доклад по уходу от санкций. Это огромный документ, в котором примеры и механизмы, как разные компании по-разному это делают. Естественно, будут приниматься меры по этому. Но это длинный процесс. Это и обидно, что мы попадаем опять в процесс, который во времени растянут, а времени у нас нет. Но в целом главное делать эту работу и доносить, да, до Евросоюза и до заинтересованных стран, что происходит, как происходит, да, почему происходит. Надеюсь, что они будут так же, как и мы, там, двигаться в русле эффективного процесса и вносить коррективы в свою работу. Два моманта з нагоды гэтых санкцый. Вось днямі у нас быў в эфіры Ярослав Романчук, які как бы даводзіў думку про тое, што як і санкцыі, так і контрсанкцыі беларускія, яны працуюць на тое, што народ беднее, а дразды і каля-драздоўскія вот это все арганізацыі прыкарытныя, яны толькі багацеюць дзякуючы гэтаму. З другого боку, і тут нават не ў Макеі яго словах справа, але сапраўды рэальнасць такая, што падштурхоўвае ўсё гэта Беларусь у бок России. Як вы ўсё ж таки ацэньваеце і адзін у другі момант? Если говорить о России, то почему же тогда она до сих пор еще не забрала Беларусь? То есть у меня нет этого ощущения. Я знаю даже, что сейчас российские компании работают, и банки работают по определенным направлениям, по разным субъектам белорусской экономики, но я знаю, что они не работают практически с санкционированными предприятиями. То есть они для них не вызывают сейчас никакого интереса. Работают по промышленным предприятиям определенным, которые санкции не затронули. Даже инвестируют туда деньги и даже дают кредиты, то есть кредиты такие, которые бы потом позволили сменить собственника. У меня нет этого ощущения, что Россия сейчас для нее важно что-то там. Там у нас забирать особо сейчас нечего. То есть, когда мы говорим про нефть, мы говорим про калий, но забрать нефть и калий слишком сложно. Это слишком сложные процессы. Более того, особенно они усложняются тем, что это происходит при нелегитимной власти. И это всегда сложно. Если говорить про работают санкции против народа, не работают, но вот если бы под санкции введены, допустим, там МАЗ, БелАЗ, да, люди там получают свою заработную плату. Хотя я бы сейчас на месте Лукашенко остановил работу МАЗа, или МТЗ, поскольку это только убытки. Единственное, кто зарабатывает и всегда зарабатывал, это фирмы-прокладки, которые принадлежат там семейству Лукашенко и его там этим прикорытникам. Да, они так и получали, но это было и раньше. То есть раньше это убыточные предприятия, которые живут за счет государственных дотаций, которые выдают продукцию, которая никому не нужна, по демпинговым ценам ее продает какой-нибудь Зайцев или Шейман,
и стоит фирма-прокладка, которая с этого получает деньги. То есть вот это был их бизнес, он и остается, этот бизнес. Но пока рабочие получают зарплату, хотя, повторю, это убыточные предприятия. У меня нет этого... Этот вообще разговор про санкции работают, не работают, он для меня достаточно такой, как это сказать... Для меня все очевидно. То есть, вот если брать... Была группа американо-британская, которая изучала санкционные процессы. Они разобрали 174 санкционных процесса вот по косточкам, что происходило. Да? Это разные страны вводили против разных стран. Из 174 в 80 случаях удалось добиться смены правительства. Остальные случаи не говорят о том, что большинство не добились, да, потому что задачи стояли в других случаях разные. Например, просто скорректировать работу того или иного режима или того или иного правительства. Не всегда санкции вводятся для того, чтобы сменить режим. Иногда просто скорректировать позицию какой-то страны. Поэтому у меня нет этого... То есть, как только начинаешь смотреть цифры, понимаешь, что работают санкции, работают они в разных странах и с разным успехом, но это всегда эффективный механизм. Потому что Лукашенко и его прикорытники также теряют деньги. Также потому, что на сегодняшний день весь крупный бизнес принадлежит в той или иной мере им. Таким чынам, ўсё ж таки ад 6-го пакета санкцый. Вот я разумею, что вы не можете гаварыць, нават калі ведаеце там нейкія падрабязнасці, тым не менш ваши чаканні. Это будет уже не гибридный пакет, как был 5-й, да, когда вынуждены были вносить там какие-то отели, которые вообще это смешно на самом деле. Отель «Планета» под санкциями. Ни о чем. Но поскольку это было привязано к теме мигрантов, поэтому вот такой получился гибридный пакет. Какие-то предприятия внесли, а какие-то там пограничные службы и так далее. Сейчас это готовится экономический пакет. Он должен касаться как финансового, логистического секторов. Вот это то, что для меня, я считаю, что это самое важное. Самое важное – это бить по логистике и по финансовой сфере. Тогда можно очень быстро и эффективно добиться результата вот в этом направлении. Также, конечно, флагманские предприятия определенные. То есть, я очень надеюсь, что проработают его тщательно. У них вся эта информация, у них по этому пакету давным-давно есть. По многим позициям информация у них есть с осени прошлого года. То есть, год уже у них лежит. Она не была досконально использована. Поэтому я надеюсь, что, повторю, что Евросоюз начнет делать работу над ошибками, а не только бездумно вводить какие-то нелепые давления. До речі, вы падчас мінулага эфира сказали про тое, про SWIFT, который мог быть отключены яшчэ і раней. Зараз вот як пагроза... На самом деле этот механизм есть, и он уже рассматривается этими экспертными группами Евросоюза. Сейчас вопрос в том, что начали переводить банки, белорусские банки начали переводить на такую альтернативную систему российскую, но она не позволяет определенной мобильности и скорости, такой как SWIFT, например. Я не знаю, к чему они придут. Во всяком случае, если раньше мы выступали за отключение SWIFT, и они говорили, что нет, этого не будет никогда, сейчас они уже этот процесс рассматривают как эффективный, как который мог бы достаточно сильно нанести такой для режима серьезный урон. Неяк днямі Ігор Тышкевич звярнуў увагу на тое, што дэпартамент выканання пакаранняў чамусьці не трапляе ў санкцыйны спіс. А тут же ж как бы некалькі нагодаў. Па-першае, менавіта супрацоўнікі гэтага дэпартамента здзекуюцца над тымі палітычнымі, якія знаходзяцца ці то у СІЗА, ці то у месцах пакарання ўжо пасля прысуду, і гэта как яны стаяць за ўсім гэтым. З другого боку,
боку вот ён звяртае увагу ўсё ж таки дзін гэта камерцыйная такая можна сказаць структура якая шмат руками зняволеных робіць прадукцыі на замову можа быць розных таких вядомых сусветных карпорацый кшталту Икеи. І вот як вы бачите? Мы говорили об этих структурах и говорим постоянно. К сожалению, часть процесса санкционного со стороны ЕС закрыто. То есть, когда ты передаешь туда evidence, да, это обоснование, вот, допустим, какой-то есть офицер, там, да, какой-нибудь генерал, на которого есть досье, которое проработали там журналисты, расследователи, общественные деятели, которые там его, то есть сделали этот пакет, да, поняли, что этот человек виновен, что он там или судья, да. В этот эвиденс вносятся все его там грешки, да, то есть эти грехи, и этот эвиденс сопровождает эту персону. И Евросоюз его получает и принимает к сведению, и разбирается. Но дальше, как принимается решение внутри группы, которая принимает решение, мы туда не допущены. То есть это они могут только обратиться за уточнениями или сказать, что вот на такого-то человека или на такую-то структуру не хватает обоснований. Да? И потому что это смотрят их юристы. Юристы смотрят на предмет того, подадут на Европейский Союз в суд эти люди, которые попали под санкции, или нет. И вот этот процесс, поэтому вот эти как бы споры с ними, да, на предмет того, кого вносить, кого не вносить, они доходят до определенного момента и прекращаются, потому что уже остается только принятие их решений. Даже внутри Евросоюза не каждая структура, далеко не каждая допущена к этому механизму, к его работе. И вообще к информации об этих списках. И, собственно, поэтому никто никогда до того не говорит и не называет этих ни фамилий, ни структур. Поэтому тут вопрос сейчас к Евросоюзу, и мы его будем задавать снова. Да, почему не внесен ДИН, например? Мне тоже кажется, что это совершенно очевидно, да, что это люди, которые там, то, что они творят сейчас с заключенными, это аномалия. Я звярнуся яшчэ да апошніх прысудаў. Сённяшняя навіна гэта прысуд Эдуарду Пальчесу 13 гадоў. Ну пасля прысуду Ціхановскаму как бы с аднаго боку здзіўляцца няма чаго, з другого боку канешне не перастаеш здзіўляцца. Я звярнуў увагу на тое, вот яго вінавацілі па 4 артыкулах. Один з іх распальванне варожасці. Так вось два пытання на одну тэму. У прынцыпе ваша, ну, можа быть, вы патлумачыце мне, у чым прычына таких вялікіх прысудаў, што яны маюць супраць Пальчеса. Ладно, з Ціхановскім больш-менш зразумела, супраць Пальчеса першае, і па-другое, распальвае варожасць у Беларусі сёння. Вот Пальчес менавіта галоўны распальвальшчык. Это у власти, ну, было же очевидно, да, что власть начинает сходить с ума. Да? Вот когда, собственно говоря, мне кажется, что если говорить о Лукашенко, то у него давно как бы чувство реальности потеряно, но сама вот структура режима начала сходить, мне кажется, вот с того момента, когда он приехал на завод, и его там просто в открытую послали. Вот после этого похоже, что запустились процессы, которые уже сложно контролировать. И они стали вести себя совершенно неадекватно ситуации. И когда присуждают срок 18 лет, вот я сидел с супругой и задумался и говорю, вот что я должен был бы сделать в Англии, чтобы получить срок 18 лет? И мы не придумали. То есть, наверное, вот просто уничтожить там какой-нибудь город, да, то есть, как бы вот такой, за такое, наверное, 18 лет дадут. Брейвику, напомню, дали за убитых 70 человек 21 год. За что давать Пальчесу? Вообще, ведь это же разговор не о судах, да, а это разговор о человеке, который эти цифры назначает. У него почему-то в голове вот какая-то
почему-то он и так распределяет эти цифры. Это значит, что у него уже совсем все на бикрень. Слухайте, ну не Лукашенко ж асабіста размяркоўвае По Тихановскому, конечно, Лукашенко. Он никому не доверит этого. Никому. Он только сам. Он всегда принимал эти решения сам. Ну, а по пальцу убивать, там кто-то другой поглядел и сказал, раз этому, то давай 5 откинем, как бы. Но при этом мы можем себе представить, что Лукашенко будет править Белоруссию до 86 лет. До момента выхода Тихановского на свободу. Ну, нет, конечно. И он сам это понимает, что нет, не получится так. Но не могут люди сдерживаться. И главное, что эти суды над этими людьми, в каждом случае нет вообще состава преступления. Не то, чтобы там, могли дать 3 года, да, а дали 18. А там нет вообще ни у кого состава преступления. Ну что, Тихановский за что? За то, что он упал на улице там, во время ареста? Или что? Вот за что его арестовали? Нету никаких мотивов, нет никаких поводов, нет самого события. Да? Пальчиц тоже. Ну, их брали просто же всех накануне, да, и просто брали, сажали. Посадили, ну, а теперь надо 40 раздать. Ну, вот раздают как-то, исходя из своих каких-то цифр с потолка. И тут главное понимать, что когда власть сменится, нельзя поступать в ответ так же. Потому что это как бы, чтобы не стать такими же сумасшедшими. Слухайте, ну ўсё ж таки настроі грамадства, разумееце, пасля, скажем так, жорсткіх разгонаў, здзекаў восеньскіх 20-го года, там потым паастыўшы маглі прабачыць. Але калі гэта працягваецца 1,5 гады, і ўсё мацней і мацней, і закранае ўжо нават тых людзей, якія, ну я не ведаю, там ввогуле там где-то там каментарчык нейкі напісалі, і то зараз можа быць з нагоды мігрантаў, а не з нагоды там сыхода Лукашэнкі. Да, тут и понятно, что хочется как бы, что хочется отомстить, да, месть такой процесс, как бы желаемый всегда, как бы, когда ты попадаешь в несправедливость. Но ситуация ведь такая, когда люди начинают руководствоваться там, местью, то это значит, что мы будем ходить по кругу, мы не сможем никак выскочить из этого. Не сможем, потому что так получается. Это замкнутый круг. Я наблюдал это, когда работали в Руанде, я наблюдал как они отрабатывали вот эту историю с геноцидом, где, ну, можно представить себе, насколько все были, когда 1 миллион человек убит за 100 дней. 1 миллион. То есть, и просто нация уничтожена практически. Да? Но вот в одном месте мы наблюдали картину, нас привезли в один поселок, и там хозяин плантации арахиса, он выращивает арахис, его все сортирует и продает, жарит также. И у него убили всю семью, он остался один. Жену, 4 детей. И участвовал в этих убийствах его сосед. И он, после того, как все завершилось, суд был, этот сосед отсидел несколько лет. И когда он вернулся, этот взял его на работу, разделив с ним бизнес. И для меня это было каким-то таким откровением. Я не мог представить себе, как это возможно. Но вот так поступили они. И мне кажется, что вот это именно поэтому Руанда так и выздоравливала. Очень сложно, но очень поступательно и очень правильно. Я, можа быть, на іншы момант мы с вами неяк абмяркоўвалі наших прапагандыстаў. Вот я лічу, что свабодны тэатр шмат згубіў, что такого вот актёра як Азаронак вот правароніў свой час. Але я да іншае, я неяк убачыў, мне Ігор Мельнікаў скінуў спасылку на один новый артыкул мукавозчыка. Ну и мы ведаем, як ён там пісаў вот это вот свае даносы ў фельетонным стыле, але тут быў новы ўзровень. Там было коротко. Вот просто вот такі спіс, где было просто так написано. Іван Іванович Іванов, умоўна кажучы, супрацоўнік такога-то музея, на вартарцы БЧБ. Сергей Сергеевич Сергеев, супрацоўнік такога-то музея,
зрабіў то-то і все, вот такі вот спіс, это новый ўзровень, это что это адбываецца? Ну, это себе муководчик нарабатывает такую карму, да, он нарабатывает тех людей, которые, в общем-то, остаться после этого жить в стране, наверное, сложно. Я даже себе плохо могу представить это, потому что, ну, тебе будут каждый, проходя мимо, там, отвешивать какой-нибудь подсрачник, да, то есть, и вот ты, и это будет видеть твои дети. Это да, они же все соревнуются между собой. Они же соревнуются. Вот я сейчас, у меня там разные люди выходят на связь, и разные рассказывают, и разное сообщают, много из Беларуси. Рассказывает мне человек, офицер, который ушел, уволился, который служил в ГУБОПике. И он мне рассказывает, в ГУБОПике, в отдельных структурах его, количество людей, которые хотят ездить на обыски, запредельное. Потому что это стало новым видом бизнеса. То есть, во время обысков они просто воруют вещи. Огромное количество вещей. То есть, вот если ты оставил, у тебя остались какие-нибудь там беспроводные наушники, будь уверен, после обыска они уже в семье кого-то из этих офицеров. У приятельницы рассказывала, как ее родители, когда был обыск, в конце обыска открыл шкаф с одеждой один из сотрудников следователей и проверил все карманы, отовсюду выгрузил мелочь, наличные деньги, и они перекочевали к нему в карман. То есть, это то, как они живут сейчас. Ну да, это такое. И при этом они соревнуются. Кто даст какой срок, кто кого подставит, кто во что гораст. То есть, им же надо выслуживаться перед властями, у которых денег все меньше. И они не могут оплачивать вот эту всю ораву. Плюс идет увольнение, да, тех, кто там когда-то подписывался там, за Бабарика или еще за кого-то, за Тихановскую. И, естественно, это будет нарастать и сходить с ума. Они будут все дальше, пока резьба не сорвется. А сорвется тогда уже. Я на заканчэнне ўсё ж таки прыгадаю, вярнуся да слоў Макея про тое, што будуць санкцыі, мы тут незалежнасць сваю прынесём там у ногі Пуціну пакладзем, але з іншай нагоды вот некаторыя кажуць, а чаму ўвогуле захад гэта павінна непакоіць, беларуская незалежнасць? Ну калі самі беларусы гатовыя взять і аднесці гэта ў Москву, то нам-то вот, ну, чего особливо париться? Якое ставление? Когда Маккей об этом говорит, он ведь сказал, да, что ну, тогда мы теряем независимость. То есть он понимает, что они делают. Это не наша версия. Он понимает, что они ведут к тому, что страна потеряет независимость. Уголовное преступление, измена родине – там до высшей меры. Вот Маккей и его начальник, они наработали себе уже на высшую меру. Поэтому я тут не может быть просто какого-то мнения, да, потому что это уже не про мнение речь. Это уже речь про то, что это предатели, которые реально продают страну. Ну, все, значит, понятно. И с предателями по законам военного времени общаются. То есть я не вижу здесь никакого повода для размышлений. Я вижу, что здесь совершившийся факт. Люди продают, значит, вы за это ответите, вот так и так ответите. Или вас кто-то там захочет из партизан взорвать, или, как это было во Вторую мировую войну, или вы сядете в тюрьму там пожизненно. Ну, я не знаю, что они себе там напридумывают еще. На заканчэнне... Що ж таки, як вы лічыце, я разумею, калі беларускія эксперты кажуць про тое, што ўсё ж таки, каб выйшлі на волю палітвязні, каб спыніліся рэпрэсіі, трэба, можа быць, там неякі адмовіцца зараз захаду ад это патрабавання, ну ці пасунуць яго на задні план новых выбараў, пачаць перамовы з Мінскам. Але вось буквально пару дней назад да мяне прыходзіў польскі эксперт Міхал Патоцкі, які таксама сказаў, я перакананы, што не зараз, но праз паўгады вот гэтыя перамовы цішком такія вот непублічныя, яны пачнуцца. Не уверен.
Не уверен. Да, попытки такие будут, но нужно понимать, что ситуация полностью изменилась. Сейчас уже и Лукашенко-то не торгует этими людьми. Он не торгует. Это не то, чтобы там я освобожу... У тебя 1000 политзаключенных, уже признанных, да? 1000. То есть ты как будешь сразу 1000 торговать или оптом, или в розницу? Поэтому я не очень вижу сейчас механизма таких переговоров об освобождении. Да? Просто освобождение за что-то, за снятие санкций, как они это пытаются представлять. Так не работает. Это совершенно другие механизмы. Более того, тогда в этих переговорах должны участвовать все страны, которые вводят санкции. Это невозможно. Возможен вариант только его ухода и освобождения в один день всех. Дзякуй вялікі. Уже нервова Миколай паглядвае на гадзіннік. Сапраўды я ведаю, што яму на чарговую сустрэчу бегчы. Дзякуй вялікі. Миколай Халезін, Зміцер Лукашук у сумесным эфіры Еўрарадыё. Дзякуй вялікі.